Гамбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 3. Дневник паломника от Гумбума до Лхасы. Часть 10. 23 мая. Сделали переход почти в 25 верст и остановились у Цунэй-Бэйшэн, который у Пржевальского именуется Хырма-Дзун-Засака. Местные монголы называют его Мане, то есть наши. Бэйшэн – это строение. Хуре – монастырь, Хырм – крепость. А жители других хашунов лишь заменяют определение «наши» словами «дзуне» или «дзун-засагэ». Каждое из этих названий имеет свое основание. Дело вот в чем. Цунэй-Бэйшэн, как и все бэйшэны цайдамских монголов, представляют небольшую группу глинобитных домиков, расположенных в сравнительно сухом месте среди топких болот. В центре этой группы, среди прочих строений, немного возвышается здание Сума, где совершаются ежегодные богослужения в 1, 6 и 10 лунных месяцах. Постоянно же при Сума живет лишь настоятель его, по-монгольски Ширету, приглашаемый на 3 года из тибетского монастыря Галтан, с тибетской же прислугой в 3-4 человека. Третье название Хырм происходит от того, что здесь укрываются во время грабительских набегов тангутов. Упомянув о годовых богослужениях, должно, однако, сказать, что они совершаются всеми местными ламами. Среди них иногда бывают и те, которые живут и учатся в монастырях амдосских и тибетских. Впрочем, таких лам едва не наберется более 10 человек со всего Цайдама. Озабоченные хозяйством и семьей местные ламы, конечно, не могут жить при Сума постоянно, но собираются лишь в вышеуказанные периоды. При общей бедноте цайдамцев, называемых другими монголами верхними, каждый принужден искать средства для существования лишь в своем труде, в скотоводстве, которое сверх того требует вооруженной охраны от тангутов. Между тем, влекомые религиозным чувством, многие стремятся посвятиться в духовные обеты, поэтому у них очень много лам, и все они женаты, чего, как известно, не допускает исповедуемый ими буддизм вообще, и цонхавизм в частности. Причинами такого противоречия между исповедуемой религией и жизнью служат, во-первых, необходимость жены-помощницы в скотоводческом хозяйстве, и, во-вторых, естественный закон борьбы за существование, который они должны отстаивать физической силой от вышеупомянутых разбойников. Домики, находящиеся в Сума, не только служат для проживания в них, сколько для складывания излишнего домашнего скарба и всего, что ценно в невзыскательном инвентаре домашнего имущества кочевника. Поэтому в этих домиках можно найти разные шкуры, кошмы, шубы, домашнюю утварь, принадлежности жертвоприношения богам, лучшие ружья, сабли, пики и вообще все то, что не требуется для постоянного употребления в юрте. Сохраняются эти вещи здесь для того, во-первых, чтобы избавиться от лишней клади при перекочевках, и, во-вторых, чтобы было безопаснее в случае разбойничьих набегов. В тех же видах здесь постоянно находится и канцелярия хашунского дзасака, где хранится печать и скудные канцелярские принадлежности. При канцелярии постоянно дежурит чиновник, начальник стражи, лама для чтения жертвенных молитв перед Чайджоном, духом-хранителем, и 16 человек стражей. Должно сказать, что нигде у цайдамских монголов не наложено столько натуральных повинностей, как у Дзун-Засака. Он постоянно держит при своей юрте 10 юрт подданных, дежурящих по году. Сверх того, по 10 дней у него дежурит по 5 человек,
Один пасет его табун лошадей, другой овец, третий рогатый скот, а двое помогают в домашнем хозяйстве. Подданные не должны кочевать на заранее назначенных местах, где будут жить засак, а в случае потравы таких запретных пастбищ налагается штраф. Года 3 тому назад засак Бутучи, знакомый генерала Пржевальского, вышел в отставку, передав власть своему 8-летнему сыну Вандендорже. Сам неизлечимо больной калека состоит регентом и отличается среди своих сородичей образованностью и хитростью, что у всех монголов отождествляется с умом. 24 мая сделали переход около 20 верст и остановились на речке Хорголжи. Сегодня пришлось делать обходы топких грязи, но и то лошади часто вязли в грязи. 25 мая, пройдя всего около 12 верст, остановились на поляне, называемой Исылжин, с прекрасной травой и ключевой водой. 26 мая прошли по кустам тамариска и Хармыка около 10 верст и остановились на ключе Урту. 27 мая прошли по таким же кустам около 30 верст и остановились близ покинутой китайской крепости Номогунхата. Здесь, под кустами тамариска, находятся пашни тайджинаров и подданных Дзунзасака. Засевают преимущественно ячмень и орошают из речки Номгонгол. 28 мая, несколько западнее Номгонхата, на песчаной площади встретили развалины какого-то другого укрепления, вероятно, относящегося к событиям, происходившим в Центральном Тибете и Кукунуре в начале и середине XVIII века, потому что деревянные части его сохранились по сие время. Но местные монголы не задумываются рассказывать, что это остатки города широгольских ханов, с которым воевал легендарный Гысыр-хан. В этих развалинах монголы иногда находят порох, что заставляет их говорить, что Гысыр взорвал этот город порохом. Немного дальше этих развалин, на краю кустов тамариска, находится своеобразный маленький домик из сырого кирпича с куполообразной глиняной крышей. Обращенная на юго-восток дверь этого домика довольно высока и широка. В нее можно свободно въехать верхом на лошади. Северо-западная сторона крыши проломилась и выпала. Конечно, от местных жителей и на этот раз не удалось узнать положительных данных, а пришлось услышать следующий рассказ. В этом домике жил заклинатель Тарниши широгольских ханов. Он читал заклинания и был ими так силен, что его не мог победить ни Гысыр, ни покровитель его, хранитель учения Чоэджин Дамдин. Тогда последний употребил хитрость. Он обратился в 2 ворон, считаемых у этих монголов священными птицами, под видом коих может являться Дамдин Чоэджин. Вороны стали драться на крыше домика заклинателя в то время, когда он читал свои заклинания. Шум дерущихся ворон отвлек внимание заклинателя и прервал сосредоточенность его мыслей. Этим моментом воспользовался Гысыр-хан и, проломив крышу, задавил заклинателя ее обломками. После 20-верстного перехода остановились в местности Тенгалик. 29 мая. Весь караван двинулся далее, за исключением нашей палатки. Мне со спутниками пришлось простоять здесь еще 30 и 31 числа в ожидании 3 мешков гороха, отправленного в марте из Гумбума в Дзуне-Бэйшин, и по недобросовестности подрядчика, попавшего в Брунай-Бэйшин. Узнав об этом, я из Дзуне-Бэйшина послал одного монгола привезти мне горох в Тенгалик. Горох был доставлен
31 числа. 1 июня. Заняв проводника, мы выступили в путь и после 22-верстного пути по грязному грунту остановились в местности Ихнамак, где дали лошадям отдых. Так как прямая, так называемая Цайдамская дорога, чрезвычайно грязна и почти непроходима, то по совету проводника решено было ехать через твердую песчаную площадь, по-монгольски Шилы, находящуюся по левому руку, ближе к южно-Цайдамским горам. При этом, вследствие неудобства ехать по пескам в полуденную жару, мы предпочли перейти Шилы ночью, пользуясь лунным светом, и двинулись в путь в 10 часов вечера. Часа через 2 мы прошли 8 верст. Мы были уже на краю Шилы, но ветер, дувший тихо с вечера, постепенно усилился и поднял песок, бивший нам прямо в лицо. Низги не было видно. Пришлось остановиться и дождаться рассвета. Мы слезли с лошадей, но не развьючивали животных, чтобы не потерять в песке мелких вещей. Держа животных за поводья, мы легли на землю и проспали до утра. 2 июня. Утром ветер понемногу стих, и мы после 30-верстного перехода достигли местности Далэ. 3 июня. Со вчерашнего полудня до сегодняшнего утра шел дождь. Навьючили животных. В 6,5 часа утра мы двинулись далее, держась по возможности левой стороны во избежание топких грязи, но тем не менее часто вязли. При проходе по топким местам худшими из вьючных животных оказываются лошаки, тонкие ноги коих сильно вязнут. Кроме того, по своему кровному родству с ослами, некоторые из них бывают до того упрямы, что нечастые удары кнутами и палками, неодобрительные крики погонщиков не побуждают их сделать усилий подняться даже тогда, когда весь вьюг снят. Тогда приходится пробовать свои силы, чтобы вытащить упрямца и поставить на ноги на прочном грунте. В этот день мы сделали почти 30 верст и пришли в местность Урду-Туле. 4 июня. Навьючили в 6 часов утра во время сильного дождя и после 30-верстного перехода достигли местности Хуэто-Туле, где нагнали наш караван и отпустили проводника, выдав ему условленные 4 цина серебра за услуги. Трава в этих местах за отсутствием местных жителей хороша, но здесь чрезвычайно много комаров, которые не дают животным покоя. Они надоедают, впрочем, не одним вьючным животным, но беспокоят и людей. От них немного можно избавляться только напусканием в палатку дыма от аргала, выбирая из 2 зол меньшее. Здесь мы простояли до 13 числа сего месяца. Во время этой стоянки я и другие богомольцы ездили к летникам местных монголов в местность Галнут или Голнус, то есть реки. Название это произошло от того, что река Найджингол при выходе своем из юго-западных гор разветвляется на 3 рукава, которые образуют как бы много речек, и урочища по этим рукавам называются Голнут. Эти места принадлежат кочевьям вышеупомянутого тайджинарского хашуна, начинающегося у Намгонхата на востоке и кончающегося урочищем Гас на западе. Цель поездки моей и других была покупка баранов, масла и тому прочее, провизии, а также приобретение лошадей местной породы. Мерин стоит здесь от 10 до 20 ланов, а кобылица от 8 до 15 ланов. Я купил 8 баранов, по 1 лану, 5 цинов и 1 молодого мерина за 15 ланов.
Конец 10 части.